Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби эджмаин. Ассаламу алейкум. Сайгылы достар. Бүгін эфали мукеллефин хакында лаф этежекмиз. Мевзу мерахлы, амада эвел сизлерге мына эле бир китапны бир таанытайын. Мен эфали мукеллефин деген мына эле бир китап бар. Эгер арзу этсеңиз, балдардан сурарсаңыз, ала билерсиңиз. Мында менин шында аңлатажагым бутун лекция мында бар. Рус тилине ми кечмеге рижа этежексиңиз шында? Яхшы. Рус тилине кечмек үчүн перестроиться этмек керек. Перенастройка эбет. Переформатироваться этмек керек. Русскоязычный Windows yüklегенің дайын, мында да оле оласон. Хорошо, тогда мы рассматриваем тему эфали мукеллефин. Назвал я ее классификация диспозиции в исламском праве. Объясню, что это такое. И данную тему мы рассмотрим с вами в 4 главах, или подразделим на 4 главы. Первое – это определение, второе – градация эфали мукеллефин, третье – трансформация будет, и четвертое у нас право улюль-эмра, то есть право правителя мусульманской общины вмешиваться в данные диспозиции. Что такое эфали мукеллефин? Эфаль – это с арабского языка означает действия. Фииль – действие одно, или же в грамматике фииль – это глагол. Да? А эфаль – это множественное число, значит действие. Мукеллефин от слова теклиф. Теклиф значит возложить на кого-то что-то, какую-то обязанность. Мукеллеф – это человек, на которого возлагается обязанность. Мукеллефин – это множественное число. Таким образом, эфали мукеллефин – это действие человека, на которого возложены определенные обязательства. Человека ответственного, да, соответственно. То есть, если возлагаются обязательства, значит, он отвечает по этим обязательствам перед кем-то, в данном случае перед Всевышним. Вот. Эфали мукеллефин. Мы в данном случае будем рассматривать именно, скажем, вот те позиции, которые касаются обязательств, значит, ответственного человека, мусульманина. Религия, когда что-либо предписывает или требует, или советует, получается, Всевышний Аллах человека держит за собеседника. То есть человек является собеседником или противоположной стороной, к которой религия обращается. Так вот, религия может обращаться с точки зрения исламского права в различном характере. Что-то может требовать, что-то может советовать, от чего-то может удерживать, что-то может запрещать, в каких-то моментах может доводить до человека какую-то информацию, просто нейтрально, да, не требуя избегать или не требуя выполнять, например. Вот это все как раз-таки и являются те позиции, которые мы с вами сегодня будем рассматривать. В современном праве вот эти все моменты, они называются диспозицией. Это правовой термин. То есть, когда законодатель обращается к субъекту права, то есть к людям, и вот это вот обращение несет в себе, скажем, какую-то нагрузку, да, то есть или требование, или запрет, или рекомендацию, или же вообще просто какую-то нейтральную позицию.
У нас, если в исламском праве таких вот диспозиций, значит, 8 с точки зрения ханафитского мазхаба. Но если мы отставим в сторону одну из них, которая называется фасид, я потом вернусь и объясню, что это такое, то у нас остается 7. Значит, вот эти вот 7 диспозиций как раз-таки обозначают действия человека, которые он совершает повседневно или должен совершать. Таким образом, все действия мусульманина мы можем отнести к одной из 7 категорий. Любые действия мусульманина мы можем отнести к одной из этих 7 категорий. Например, если он делает намаз, это относится к одной категории. Если он кушает, это к другой. Если он разговаривает, это еще к какой-то категории, например. Если он собирает черешню, это тоже к какой-то категории относится. И так далее и тому подобное. Все действия мусульманина. Какие это категории? Значит, мы обозначим это все на координатной прямой такой, чтобы было наглядно и понятно. Доски, к сожалению, у нас нету, поэтому покажу я вам вот на такой бумаге А4. Мы чертим такую вот прямую линию. Да, это линия, скажем, наших действий, нашей деятельности, жизнедеятельности. Посередине мы обозначаем нейтральную позицию, и называется она мубах. Или еще по-другому мы называем ее элял. Это слово нам более привычно. Да? Или же еще есть слово, которое обозначает, это джаис. На татарский язык можно перевести как слово мумкун, можно, дозволено. Таким образом, мубах – это у нас те поступки, которые не предписываются и которые не рекомендуются. Скажем, они находятся в нейтральной такой плоскости, где за совершение или несовершение человек не получает ни вознаграждения и греха тоже не получает. То есть саваб, гюнах, йохтар. И оставляется на выбор человека. Хочешь – делаешь, не хочешь – нет. Вот с точки зрения исламского права. Вот это категория мубах. Далее. У нас относительно этой нейтральной позиции, получается, остальные 6, мы сказали, что их 7, да? Они по 3 симметрично располагаются справа и слева. Получается, справа расположим, давайте с вами, скажем, положительные моменты, а слева негативные моменты. Значит, если начнем с положительного, справа, с самого края у нас тогда расположится фарз. То есть то, что категорически требуется выполнять. Противоположность, мы сказали, что все симметрично, у нас расположится харам. То, что категорически нельзя выполнять. То есть тот же самый фарз, только со знаком минус. Тут требование выполнять, а тут требование не выполнять. Далее идем. У нас от фарза немножко отступаем и ближе к мубаху, ближе к дозволенному, будет располагаться ваджиб. У нас будет располагаться ваджиб. Вот здесь вот мы немножко от фарза отступим. Да? Я определение дам. Противоположность ваджиба у нас будет тахримен мекрух. Немного от фарза отходим. И опять-таки с положительной стороны, если мы будем идти, у нас будет между ваджибом и мубахом суннет
А противоположность его между тахримен мекрухом и мубахом у нас будет тензихен мекрух. Определение я скажу. Таким образом получилось у нас мубах посередине, фарс, харам, ваджиб, тахримен мекрух, суннет, тензихен мекрух. Это классификация эф'али мукелефин, поведение мусульманина совершеннолетнего согласно ханафитского мазхаба. В других мазхабах, например, в том же шафиитском мазхабе, они говорят, есть эф'али хамсе, то есть у них классификация пятизначная. Они подразделяют на 5. То есть вот этих категорий, как тахримен мекрух и ваджиб, у них нету в других мазхабах. Есть мубах, фарс, харам, суннет, мекрух. Подразделение мекруха на тензихин и тахримен у них отсутствует. Мубах мы дали определение. От мубаха будем плясать. Значит, переходим к самому крайнему с плюсом. Мы сказали фарс. Я даю вам определение. Что такое фарс? Фарс. Но вы знаете фарс следующим образом. Это действие, которое обязательно нужно выполнять. Да, это в простонародье так. И в принципе оно правильно. Да. Но я вам немножко усложню задачу сейчас, да, и дам определение с точки зрения методологии исламского права немножко. Методологии исламского права. А потом с точки зрения акиды тоже мы определения рассмотрим. На каждое из них по 2 определения будем рассматривать. Да? А третье это у вас, скажем, в голове. Оно пускай стоит. Значит, с точки зрения методологии даем определение следующее. Фарс – это то, что непоколебимым доказательством и ясным значением требует законодатель выполнить. Еще раз повторяю. Фарс – это то, что непоколебимым доказательством и ясным, недвузначным образом законодатель, в данном случае Всевышний, требует от своих рабов выполнения. Вот это мы называем фарзом. Здесь есть 2 момента. Здесь есть 2 момента в определении. Первое, непоколебимое, я сказал, то есть крепкое доказательство. Это может быть или аят Корана, или же достоверный хадис. То есть это такой источник, который требует от нас, чтобы мы что-то совершали, да, в котором нет сомнения. Вот. Это первая часть. Вторая часть, я сказал, недвузначным образом. То есть однозначное требование должно быть. Это уже касается смысла. У нас могут быть некоторые требования, но они могут иметь несколько смыслов. То есть человек вам, например, говорит, отец, например, сказал, сходи в магазин. Сейчас нужно идти? Или через час? Или через 2 часа? Сходить в магазин. С чем? С сумкой, без сумки, съездить и так далее. То есть здесь уже неясность присутствует все равно. Но если в приказе конкретизации нет, то мы вольны его выполнить как хотим. Так вот, фарс – это именно такое повеление, где от нас четко и недвусмысленно требуется выполнить конкретную вещь. Например, мы говорим о намазах. Да? Вот 5-кратный намаз как раз-таки это действие, которое от нас требуется выполнение именно вот таким вот конкретным и недвусмысленным образом. Например, скажем, фарс утреннего намаза или же джума намаз, пятничная молитва, скажем так, да, от мужчин. От мужчин требуется выполнение именно таким образом. В Коране есть аят, где говорится:
О верующие, когда вы слышите призыв на молитву, то бросайте все свои дела, предпринимательские там и так далее, и бегите поминать Аллаха. Это раз. Хорошо. Может быть еще не конкретный призыв что-то делать. Может быть, к нему вернемся. Противоположность фарза. Меняем выполнение на невыполнение и получаем определение харама. То есть харам – это та позиция, невыполнение которой от нас требуется непоколебимым доказательством и однозначным по смыслу. Понятно? То есть противоположность фарза у нас получается харам. Что-то не ясно? Все нормально? Нормально идем? Яхша. На харам пример приводим. Потребление свинины, потребление алкоголя, убийство человека, там, кража и так далее и тому подобное. Переходим к ваджибу. Если что-то непонятно, сразу спрашивайте. Переходим к ваджибу. И тахримин мекруху, соответственно. Но сперва скажем следующее. Что ваджиб, я уже сказал, есть только в ханафитском мазхабе. И ваджиб введен со стороны ханафитских ученых. Они ввели эту классификацию, опираясь на аят 116 суры Нахль, где говорится «Эстрайзубилля». «Валя тахулю лима тасифу эльсинетукумуль кедибе, хада халялюн ва хада харамун». И не говорите устами своими ложь, утверждая, что это дозволено, а что-то, например, запрещено. И не возводите навет на Аллаха. «Литефтару аляллахиль кедибе, инна лядина ефтаруна аляллахиль кедибе ля юфлихун», потому что те, кто возводят навет на Аллаха, они не преуспеют. Исходя из этого аята, мусульманские ученые ханафитского мазхаба размыслили следующим образом. Если в каком-то доказательстве, в смысле, есть определенная неясность, и мы скажем на это фарз или же харам, то есть словно Аллах или же его пророк разрешили, или приказали, или же запретили категорическим образом, и вдруг, если это окажется не таким, то получится, что мы возвели клевету на Аллаха и его пророка. Тогда в текстах, где есть неясность, пусть даже небольшая, они остереглись называть это фарзом или харамом и назвали это другим словом. Они назвали это ваджибом, а противоположность, то есть если запрещено, но присутствует неясность в тексте, то назвали это тахримин мекрухом. Таким образом, мы даем определение ваджибу следующее. Это действие, для совершения которого требуется доказательство, неоспоримое по происхождению и в котором есть неясность по значению и неясное по значению. Соответственно, для тахримин мекруха мы подставляем частичку «не» и получаем тоже определение. Это действие, для несовершения которого требуется доказательство, неоспоримое по происхождению и неясное по значению. Или же действие, которое запрещено доказательством неоспоримым по происхождению, но неясным по значению, например. Вы заметьте разницу. Я вот прошу вас внимание заострить на следующем. Что ваджиб – это термин, да, который обозначает какое-либо наше действие, не означает, что у него доказательство слабое. Если кто-то, пытаясь отделить фарз от ваджиба, говорит, что вот у фарза, например, категоричное доказательство, а у ваджиба
слабое или же не категоричное, это неправильно. Ваджиб тоже может опираться на аят Корана или же на достоверный хадис. Как аят Корана может быть слабым доказательством? Нет, конечно же. Поэтому правильнее будет сказать, что там в доказательстве ваджиба есть неясность в смысле. Неясность в том, что он указывает именно на это действие. Но по происхождению доказательства оно твердое и категоричное. Я сейчас приведу пример, вы лучше поймете. Например, мы сказали джума намаз как пример на то, что вот является фарзом, да? Категорично, ясно, недвусмысленно. Приведем пример на ваджиб. Ваджибом у нас может быть, например, байрам намаз. Байрам намаз. В аяте суры Кевсер говорится, Аллах говорит пророку, «Фесалли ли раббике ванхар», то есть ради Всевышнего соверши намаз и закали животное, то есть соверши курбан, да? Принеси жертвенное животное в жертву. Соверши намаз, здесь мы понимаем, что имеется в виду курбан байрам намаза, то есть праздничный намаз во время дней курбана. Однако мусульманские ученые говорят, здесь обращение к пророку, то есть в единственном числе, не ко всей умме. А соответственно, даже если в приказательной форме идет «соверши», но так как в единственном числе, то вопрос, совершать нужно всем или только пророку? Вот ханафитские ученые уже здесь назвали это ваджибом. Поняли? А, например, насчет джума намаза такого нет. Аллах говорит, «Я аyyuhalladhina аману, идза нудия лиссаляти мин яумил джум'ати фас'ау иля зикриллахи ва заруль бей'а». О верующие, когда идет призыв к молитве, фас'ау, там во множественном числе идет, бегите поминать Всевышнего Господа. То есть здесь у нас выражение построено таким образом, что не оставляет ни малейшего повода для сомнения, идти или не идти, или же кто должен идти. Понимаете? То есть здесь все зависит от формы выражения, от смысла. Если в смысле есть небольшая неясность, человек задается вопросом каким-то, а кто должен, все или только он и так далее, то здесь уже, когда на всех ты распространяешь, уже ты говоришь ваджиб. Почему? Потому что есть хоть 1% того, что, а может быть не так. То есть Аллах же ясно об этом не сказал в Коране однозначно. Да, конечно же, есть хадисы, которые на это указывают. Да, есть хадисы. Именно данный смысл еще поддерживается и хадисами, и практикой сподвижников, и самим пророком. Да, но все-таки слово Аллаха – это слово Аллаха. Да? То есть в данном случае мы можем констатировать следующее, что ученые ислама очень скрупулезно и осторожно подошли к этому вопросу. Исходя из своей богобоязненности, они побоялись сказать на что-то фарс, не будучи 100% в этом уверены. И если даже они уверены в этом на 99%, они все равно назвали это ваджибом, исходя из аята 116 суры Нахль, чтобы не быть клеветниками в отношении Аллаха. Это говорит нам о набожности наших ученых и насколько они точны и скрупулезны в вопросах религии. Это очень важный момент. И по поводу ваджиба, исходя из этого, мы можем сказать, что ваджиб и тахрим мекрух – это вещи, которые близки к обязательным моментам. Ваджиб близок к фарзу, а тахрим мекрух к хараму, соответственно. Поэтому ваджиб, он тоже обязателен. И тахрим мекрух тоже обязателен.
Ваджиб обязателен к выполнению, а тахрим микрух обязателен к невыполнению. Мусульманские ученые еще ваджиб называют амели фарз. Фарз с практической стороны. То есть практически это фарз. По-другому я еще скажу, это то предписание религии, которое из-за небольшой неясности в смысле доказательства мусульманские ученые не смогли назвать фарзом, а назвали по-другому. То есть здесь присутствует технический момент. Другими словами, мусульманские ученые сказали так: хочу я тебя назвать фарзом, да, но не могу, поэтому назову тебя ваджибом, но вы, мусульмане, должны это обязательно делать. Понимаете? То есть это вот все равно, что вот мусульманские ученые говорят нам вот таким вот образом. Или же говорят на что-то, всесторонне похоже на харам. То есть хочется назвать харамом, но небольшая неясность в доказательстве не позволяет, скажем, богобоязненному мусульманскому ученому назвать это харамом. Он говорит: ладно, назову тебя тахримен мекрухом. Но вы, люди, знаете, что это все равно, что харам. То есть аналогично этому, очень похоже. И остерегайтесь этого, избегайтесь всячески. Поэтому, если говорится ваджиб, с практической точки зрения между фарзом и ваджибом разницы нет. Мусульмане должны его выполнять так же, как и выполняют фарз. И если что-то названо тахримен мекрухом, то мусульмане, мужчины и женщины, должны также избегать вещи, которая называется тахримен мекрух, как они избегают харама, да. Вот. И с практической точки зрения между ними разницы нет. Тогда вы спросите, а как оно вообще отражается ли как-то на практике? Это отражается на нашем вероубеждении. Вот. Каким образом именно? Вот тут вот мы подошли ко второму определению. Вот. Еще фарз определяет следующим образом. У нас ученые, фарз обязателен с точки зрения практики и вероубеждения. И противоположно харам, то, что не обязательно с точки зрения практики и является харамом с точки зрения вероубеждения. Как это понимать? Смотрите, фарз обязателен с точки зрения практики и вероубеждения. То есть фарз – это то, что вы неукоснительно обязательно должны выполнять, и то, что вы обязательно должны верить, что это обязательно. То есть фарз обязательно нужно делать, и обязательно верить, что фарз является фарзом. Точно так же харам. Харам обязательно нужно избегать, и обязательно нужно верить, что харам является харамом. Что харам – это вещь запретна. Если мусульманин не будет верить, что фарз обязателен, а харам запретен, он выйдет за пределы религии ислам. То есть отрицать обязательность фарза и запрет харама нельзя. Отрицающий обязательность фарза и запретность харама становится неверующим, выходит за пределы ислама. Почему? Потому что он отрицает тем самым однозначные установления Всевышнего Аллаха. Ведь фарз же, мы сказали, это то, что категорически и недвусмысленно предписано Всевышним Аллахом. А харам – это то, что категорически и недвусмысленно запрещено Всевышним Аллахом или же его пророком. Значит, если эти моменты отрицаются, человек отрицает категорическое, недвусмысленное предписание Всевышнего. А если ты не принимаешь предписание Всевышнего, то ты, значит, в него отрицаешь какую-то часть, которую он тебе не спаслал и предписал. А религия – это вещь неделимая. То есть ты или все аяты Корана принимаешь, или же
Если ты даже отрицаешь хоть один, это равнозначно отрицанию всего Корана. Поэтому, отрицая фарз, человек отрицает тот аят Корана, которым он предписывается. А этого быть не может. Поэтому он становится неверующим. Касательно ваджиба. Ваджиб – это действие, для совершения которого требуется доказательство неоспоримое по происхождению. Заметьте, с фарзом здесь идентично, но неясное по значению. Да, мы это говорили. Соответственно, у нас ваджиб обязателен с точки зрения практики, но не обязателен с точки зрения вероубеждения. Еще раз повторяю, ваджиб у нас обязателен с точки зрения практики, но не обязателен с точки зрения вероубеждения. Фарз у нас был обязателен с точки зрения практики и обязателен с точки зрения вероубеждения. Ваджиб у нас с точки зрения практики обязателен, но с точки зрения вероубеждения не обязателен. То есть мусульманин, если не верит, что ваджиб обязательно делать, он все равно остается мусульманином. За пределы религии не выходит. Точно так же и тахрим мекрух. С точки зрения практики обязательно избегать нужно, как и харам, но с точки зрения вероубеждения верить в необязательность или же в запретность мусульманин не обязан. То есть, другими словами, если мусульманин скажет, например, какая-то вещь тахрим мекрух, ну что, например, тахрим мекрух? Держать оразу во время Курбан-Байрама. Или же в первый день Рамазан-Байрама. Ораза тутмах тахрим мекрух по ханафитскому масхабу. Если человек скажет, это не запрещено, то он из религии не выйдет. Он останется мусульманином. А если человек скажет, свинина не запретна, то он перестает быть мусульманином. Если человек скажет, алкоголь не запретен, коньяк пить можно, то он станет неверующим. Если человек скажет, намаз делать не обязательно, он станет неверующим. Если человек скажет, там, я не знаю, мы можем подвергнуть, например, свинину какой-нибудь лабораторной там очистке, например, какими-нибудь химпрепаратами или же тепловым воздействием или еще чем-то, да, и те вредные элементы, которые там присутствуют для человеческого организма, мы можем их нейтрализовать, и тогда это станет элял. Этот человек выйдет из религии. То есть свинина никогда не станет элялом до судного дня. Точно так же, как и алкоголь и так далее. Потому что это харам. Вещи, которые однозначно, недвусмысленно законодателем запрещены. И точно так же фарзы никогда не станут, скажем, допустимыми или же по желанию мусульман действиями, потому что здесь есть категорический приказ выполнять это. Как то намаз, ораза, зекят, хадж и так далее. Понятна разница между фарзом и ваджибом, харамом и тахримом мекрухом, да? Значит, с точки зрения практики они одинаковы, а с точки зрения вероубеждения они отличаются. Если фарз и харам отрицается, то человек выходит за пределы религии. Если ваджиб или тахрим мекрух отрицается, то человек не выходит за пределы религии. Почему? Потому что там есть толика неясности, а следовательно, мусульманские ученые дошли до вот этого уже, применив свое мышление, свою логику. То есть толика человеческого вклада там присутствует. То есть, включив свой интеллект, мусульманские ученые говорят, это обязательно нужно делать. Anlaşıldı? Харам зарабатывает.
И если не выполняет, да, харам зарабатывает, да. Это все равно, что если вы какой-то харам не выполняете, вы же грех зарабатываете, да. Поэтому мы сказали, с точки зрения практики, они идентичны. С точки зрения практики. Если за невыполнение харама записывается грех, за невыполнение тахримин микруха тоже записывается грех. С практической точки зрения одинаковые. Если вы отрицаете харам, вы из религии выходите. Если отрицаете тахримин микрух, из религии не выходите. Получается разница только на уровне вероубеждения. Разница на уровне вероучения. А на практике, когда мы что-то делаем руками, ногами, разницы нет между харамом и тахримин микрухом. Да. Он зарабатывает гюнах. Да, именно так. Да. Но если человек скажет, что витр намаз не обязательно делать, он останется мусульманином. А если человек скажет, саба намаз не обязательно делать, он станет кафиром. Вот тут такая разница. Понятно? Но витр намаз, да, в других масхабах называется по-другому, но мы говорим с точки зрения ханафитского масхаба, да. Но есть такие моменты, которые по ханафитскому масхабу называются ваджибом, да, а в других масхабах, например, может называться суннетом, как витр намаз, но как фитр садака может восприниматься и фарзом. То есть то, что в ханафитском масхабе мы называем ваджиб, в других трех масхабах, да, они могут быть сунной, то есть вот этот вот ваджиб может относиться сюда, ученые других правовых школ могут относить к сунне, а могут относить и к фарзу. Витр намаз относят сюда, например, байрам намаз тоже относят сюда, мы называем ваджибом, а, например, в других масхабах суннет. Курбан кесмек, бызде ваджиб, у нас обязательно, а у них муэкет суннет, как бы очень-очень желательно, крайне рекомендуемая вещь. То есть, по сути дела, они где-то вот здесь, вот они как бы сближаются максимально, поэтому я на координатной прямой показал. Но сейчас мы перейдем ко второй главе, и я там чуть больше это объясню. Но, например, Фатиха суресыны намазда оқымақ. Да, в других масхабах фарз, а у нас ваджиб. В садахасы мы сказали, у нас ваджиб, у них фарз. Они это приобщают к зекя. Например, сай на хадже, да, хождение между Сафа и Мерва. У нас ваджиб, а в других масхабах фарз, например. И так далее. Вот тут как раз таки мы подошли к тому, что между одними и теми же, может быть, вещами, будь то обязательными, которые относятся к одной категории, да? Или же вещи, которые называются одинаково, например, фарз, или же вещи, которые мы говорим, это нужно обязательно избегать, или же запрещено, что все равно между ними есть градация. То есть, например, обязательно, да, но мы можем перечислить 10 вещей, и из них каждая, степень обязательности у каждой из вещей может быть разная. Например, джума намаз и дженазе намаз. Оба фарзы. Оба относятся вот к этой категории. Фарз. Но разница большая между ними. Да? Джума намаз, фарза айн, мы говорим, предписан индивидуально каждому мужчине, да? А дженазе намаз – это коллективная обязанность, предписана обществу, то есть возложена на общество. Например, 100 человек мусульман проживает в каком-то селе, кто-то из мусульман умер, или брат, или сестра, например. Из этих 100 человек хотя бы один должен дженазе намаз прочитать. Если прочитал один, то с остальных 99 уже эта обязанность снимается. Если никто не прочитал, то все будут грешниками. Вот это коллективная обязанность. Фарзе кифае называется. А джума намаз нет. Вот если, например, в селе живут 50 мужчин, из них 49 пошли, один не пошел. Вот тот один заработал грех.
потому что тут каждый за себя. Вот точно так же к фарзе кифае у нас относится изучение наук, получение специальностей. Например, в обществе каком-то обязательно должны быть медики, доктор должен быть, обязательно должен быть компьютерщик, обязательно должен быть, я не знаю, инженер-строитель, обязательно должен быть повар, обязательно должен быть механик, столяр, например, плотник, там, токарь и так далее. Почему? Потому что общество в этом нуждается. И если в обществе не будут люди, или не будет людей, которые выполняют эту функцию, тогда общество в затруднительную ситуацию попадет. Да? То есть какая-то функция, какие-то нужды общества не будут удовлетворяться. Поэтому с точки зрения ислама, вот присутствие этих профессий в обществе, хотя бы в единичном экземпляре, чтобы удовлетворялась нужда общества, является фарз кифае. То есть, вот, если вы спросите, вот это действие к какой категории эф'али мукеллефин относится, мы скажем фарз кифае, например, да? Точно так же, например, касательно намаза, может быть даже, например, саба намаза. С точки зрения савабов, они могут быть не одинаковые. Например, саба намаз, выполненный в Мекке, саба намаз, выполненный там, скажем, в Месджидуль Харам, в Месджидуль Набеви, в Месджидуль Акса, или же в Кебир Джами, или же у тебя дома. Они не одинаковые. Даже есть хадис пророка, где он говорит, намаз коллективный в 27 раз больше вознаграждается, чем одиночный. То есть даже здесь между фарзами есть разница. Получается, коллективно выполнить фарз – более поощряемое действие. Видите? Более хвалебное. Соответственно, за него больше вознаграждения. Да? Поэтому даже здесь есть градация между ними. Точно так же и между ваджибами, точно так же между микрухами и харамами. Например, на харамах это еще более ясно, отчетливо видно. Если посмотреть, то мы понимаем, что не все вещи запрещены одинаково. Некоторые вещи запрещены жестче, а некоторые как бы менее жестко, менее категорично. Если смотреть на аяты Корана, то мы видим, что аяты Корана примерно запрещают какие-то действия или вещи в 3 уровнях. Да? Первый уровень – это когда запрет оглашается в такой форме, что Всевышний Аллах или его пророк объявляют кому-то войну, если они сделают эту вещь. В эту категорию входят 3 действия. Первое из них – это ростовщичество. Есть аят в Коране, где Аллах говорит, тот, кто дает деньги в долг и пожирает лихву или же собирает лихву, да, то есть собирает процент, то Аллах объявляет тому войну. То есть Аллах будет с ним сражаться. Этот человек встанет в судный день подобно тому, кого коснулся сатана, да, то есть как бы не в своем уме, такой, в виде умалишенного, не знающего, куда идет. И так далее и тому подобное. То есть это самая жесткая форма запрета какого-либо действия. Второе, точно так же в суре Бакара есть аяты Корана, где Аллах говорит насчет смутьянов, те, кто будоражат общество и пробуждают смуту, или же провоцируют смуту. Что такое смута? Это когда люди начинают ненавидеть друг друга, это переходит в противостояние, и последняя стадия – это кровопролитие. Да? То есть последняя цель смуты – это кровопролитие. Ты разжигаешь смуту, конфликт, когда этот конфликт дорастает до того, что люди начинают убивать друг друга. Вот кто это провоцирует, говорит
Аллах и пророк объявляют ему войну. И третье, это уже не в Коране, а в священном хадисе, кудси хадис мы говорим, это те, кто враждуют с приближенными к Аллаху рабами. Аллах говорит друзья, вели кулларам, или же азизлер, да, мы называем в крымско-татарском языке. А кто такие вели куллар, кто такие друзья Аллаха? Это те, кто, выполняя фарзы, приблизились к Аллаху, потом, выполняя дополнительные поклонения, еще более приблизились к Аллаху, и они настолько выполняли поклонения, или же, скажем, посвятили себя служению Всевышнего, что выполнением этих дополнительных поклонений они приблизились к Аллаху настолько, он говорит, что я сказал ангелам, возлюбите этого раба, потому что я его люблю. Ангелы обратились к обитателям земли, сказали, вы тоже возлюбите этого раба, потому что его любим мы, и его любит Аллах. И тогда Аллах говорит, по отношению к этому человеку, у всех созданных, или же у всех земных тварей, по отношению к этому человеку, к этому рабу Всевышнего Аллаха, какая-то благосклонность появляется. То есть любовь, какое-то, скажем, вот благое отношение, благие чувства, ощущения по отношению к нему. И тогда Аллах говорит, я становлюсь руками, которыми он берет, ногами, которыми он ходит, глазами, которыми он смотрит, или же ушами, которыми он слышит. То есть, по сути дела, скажем, этот человек становится ведомым со стороны Всевышнего Аллаха. То есть Аллах его избавляет, его действия от какого-то вмешательства сатаны, какого-то вмешательства греховного в действие этого человека. То есть Аллах ведет этого человека по жизни, да? То есть он не смотрит на грехи, не слышит грехи, например, руками не совершает грехи, и не идет туда, где совершается греховное дело, да, и так далее, и тому подобное. То есть Аллах оберегает его от этих действий, которыми он недоволен. Вот этих людей Аллах называет в хадисе вели кулларом, то есть мои друзья, которые олицетворяют собой вот именно идеал, да, человека. Вот, говорит, кто к ним питает ненависть, тот тоже является моим врагом, говорит Аллаху Тааля. Вот эти вот три действия. Это первая категория. Вторая категория, это я сейчас говорю о харамах, да, немножко в духовную сферу ушли, говорю о харамах и об их градации, да, об уровне категоричности запретов. Второй уровень – это где Аллах запрещает или его пророк запрещает что-то под угрозой проклятия. То есть говорит, кто вот, например, делает что-то, то он будет проклят. Вот, что значит проклятие? Проклятие – это значит отдаление от милости Всевышнего. То есть, значит, милость Всевышнего на этого человека распространяться не будет. Пока он это делает, по крайней мере. Вот. Например, это такие действия, как распитие спиртных напитков. Да? То есть упоминается в хадисе пророка, где он говорит, что 10 человек, которые имеют отношение к спиртному, они прокляты. Тот, кто производит, разносит, разливает, охраняет, хранит, продает, выступает посредником и так далее и тому подобное. Например, взятки, прелюбодеяние и так далее и тому подобное. Это все вещи, которые вот под грифом проклятия запрещены. И третий уровень еще это запретов такой, где говорится, что это плохо, это не совершайте. Отстраняйтесь от этого. Сейчас, минутку.
Например, к третьему уровню пример приведу. Сура Исра, 36 аят. Говорится: «Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу». То есть здесь говорится о тенденциозности и заангажированности, да? Когда человек следует за каким-то знанием, не имея на то оснований, или же не разбираясь в чем-то. Чванливость, заносчивость, например, говорится: «И не ходи по земле горделиво, ведь ты не разверзнешь и не достигнешь гор высотой». Все это зло и предосудительно перед Господом, предосудительно перед Господом. Да? То есть не говорится, кто это делает, будет проклят там, например, и так далее. Например, еще один аят прочитаю. «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Бойтесь Аллаха. Воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный». Вот. Здесь тоже говорится о злословии и так далее. Вот это именно относится к харамам третьей категории. Я к чему вам это говорю? К чему вам это объясняю? Что между запретами тоже есть определенная разница. Точно так же между суннетами есть разница. Они делятся на суннеты муэкет и гайры муэкет. Например, саба намазанных суннеты, сунна саба намаза, она даже по мнению имама Азама Абу Ханифы является ваджибом. Да, но по мнению его учеников, тоже выдающихся ученых, имама Абу Юсуфа, имама Мухаммеда, сунна саба намаза является сунной, и именно это мнение канонизировано и признано официальным мнением ханафитского масхаба. Именно так вы читаете, например, в своих учебниках или же в книгах по ханафитскому праву. На самом деле мнение имама Азама Абу Ханифа несколько иное, и, например, можем в пример привести сунну, скажем, полуденного намаза, да, и до фарза, и после фарза. Они называются муэкет суннет, их никто ваджибом даже не называл. И, например, сунна икинды намаза, после полуденного намаза, которая делается до, она называется гайры муэкет. Получается, смотрите, даже здесь 3 уровня сунны мы уже с вами можем перечислить. Мы можем, например, сунна намазы мы можем перечислить, например, как, скажем, еще эввабин намаз, например, там, или же намаз при затмении солнца, когда там в жизни только 2 раза человек делает. И тахеджуд намаз, например, тоже перечисляется как сунна. Да? То есть, например, уже 5, 6, 7 видов сунн мы можем с вами перечислить. Самая высшая из них, например, сунна утреннего намаза до обеда даже каза исполняется, да? Если человек пропустил саба намаз, проспал, то до утреннего намаза вместе с фарзом делается каза. На самом деле мы знаем, что намазы сунна, они каза не совершаются. Да? Но вот здесь исключение. Почему? Потому что имам Азам Абу Ханифа его ваджибом считает. Да? А, например, витр намаз у нас ваджиб, он каза делается? Делается, да. Если яци намаз пропустили вместе с ваджибом, да, то вы и яци намаз 4 рекята делаете каза, и витр намаз тоже каза делаете. Но сунны до яци намаза 4 рекята и 2 сунны после вы каза не делаете, заметьте. Поэтому саба намаз сунна это исключение. Да, то есть, поэтому есть разница между сунной, например, там при затмении солнца, которую пророк советует делать, да, и, например, сунной саба намаза. Вот видите, такая вот градация присутствует. Я к чему это объясняю? Что, во-первых, не все одинаково. Человек, если это знает, то он думает эластично. Понимаете? Если человек думает эластично, то он не бывает таким категоричным во всех моментах. Если мусульманин напротив, например, с тобой в чем-то не согласен, да, или же какое-то разномнение присутствует, то ты не говоришь: все, ты заблудший брат, синден адам олмаз, тамам, все, гореть тебе в аду вечно, да, а я попаду в рай. Все.
То есть ты человека списал вообще, за лоно ислама вытолкнул, например. У нас бывает такая категоричность среди мусульман Крыма и вообще в современности среди молодых мусульман? Да, конечно, бывает, мы постоянно с этим встречаемся. Вот именно понятие вот этих вот тонкостей дает нам эластичность в размышлении, но главное, что мы должны для себя отсюда извлечь, что нельзя... Не должны мусульмане обвинять друг друга, когда присутствуют различные мнения по каким-либо из вопросов. Мы еще вернемся к этому. Например, раз уж мы об этом заговорили, мы уже час проговорили, да? Хорошо, идем. Тогда ускоряемся. Постараемся, по крайней мере, я не обещаю, да? Выполнять обещание является фарзом, поэтому я постараюсь. Мы же объяснили, чуть более подробно, не словарное значение, а терминологическое. Давайте объясним, хорошо? С точки зрения исламского права, я вам дал словарное значение, а теперь с точки зрения исламского права мукеллефом мы называем мусульманина, достигшего половой зрелости и разумного, то есть который психически здоров. Да? Значит, что значит достигший половой зрелости? Значит, мальчики это от 12 до 15 лет, а девочки от 9 до 15 лет. Правильно? Правильно? Правильно. Значит, разумные, понятное дело, разумные, то есть у которых с психикой все нормально, которые понимают, что им во вред, а что им на пользу. То есть в основном это может служить критерием определения, разумный человек или нет. Да? Если он тыкает там в себя вилкой и протыкает, понятное дело, это не от ума. Да? Или же там зажигает спичку и поджигает сам себя, это неразумно. Да? То есть, понятное дело, он не понимает, что он может сгореть или что ему может быть больно, например, и так далее. И мы сказали, мусульманин, то есть человек, когда он достиг уровня половой зрелости, он должен тоже быть мусульманином. То есть он должен веровать в 6 столпов веры, имана. Да? И вот тогда этот человек, если он мусульманин, разумный, и он достиг половой зрелости, тогда на него как раз эти обязанности и запреты распространяются. Да? То есть он должен выполнять 5 столпов ислама и избегать, например, тех вещей, которые в исламе запрещены. Он получает грех. Он зарабатывает грех. Если 12 лет, 13 может и не достиг половой зрелости. Есть признаки половой зрелости, первичные и вторичные. Да? У мужчин это полюция, у женщин это менструация. То есть это первичные, есть еще вторичные там, и так далее. Но вы это в книгах прочитаете сами. Да? То есть когда человек физиологически, скажем, достигает того уровня, что может воспроизвести себе подобного, да, скажем. То есть репродуктивная функция, когда начинает работать, это как раз-таки является признаком первичным половой зрелости. Да. Но я не говорю о том, что можно жениться, выходить замуж там, и так далее. Нет, то есть психологическая зрелость тоже важна. Я именно говорю о физиологической. Хорошо? То есть чтобы никто неправильно меня не понял, что, мол, там девочка в 12 лет там достигла половой зрелости, ну все, значит, уже можно делать никях. Нет. Да? То есть, согласно, например, мнению имама Азама Абу Ханифы, вообще
возраст половой зрелости 17-18 лет, кстати. Да? Поэтому там еще и умственная, и психическая или психологическая, да, психическая, наверное, будет правильно сказать, зрелость как бы тоже должна присутствовать обязательно. Вот. Что касается терпимого отношения друг к другу. Смотрите, таким образом, вот мы можем фарзы и ваджибы еще подразделить чуть-чуть, То есть для лучшего понимания мы должны это с вами пройти. Вспомните определение, которое я называл, и оно у нас было, вот первое, когда мы определение фарза дали. И я еще вам привел пример. Вот, например, фитр садака. Да? Мы говорим ваджиб, а, например, в других масхабах, там, в том же шафитском масхабе, например, это является фарзом. Сай, да? Хождение между Сафа и Мерва. Я сказал, это ваджиб в ханафитском масхабе, а в других масхабах это фарз. Тогда, но я вам сказал, человек, который отрицает фарз, является кафиром, да, то есть не мусульманином. Тогда вопрос, а представители других масхабов могут ли обвинить в неверии ханафитов, да, потому что они не называют фарзом то, что называют другие фарзом? Закономерный вопрос? Закономерный. Отвечаем. Значит, получается, что есть... Но в истории мы не видим, что мусульманские ученые друг друга обвиняли в неверии. Мы не видим такого. У них есть очень толерантное, терпимое, братское, действительно в прямом смысле этого слова, отношение друг к другу. Они могут дискутировать, но если кто-то сказал что-то, это фарз, а другой сказал, нет, не фарз, это ваджиб, а другой, может, сказал вообще это сунна, да? То никто друг друга не обвиняет в неверии. Значит, есть фарзы, отрицание которых выводит человека из религии, а есть фарзы, отрицание которых не выводит человека из религии. И есть харамы, отрицание которых делает человека кафиром, а есть харамы, отрицание которых не делает человека кафиром. Тогда нам нужно это все подразделить. Подразделяем. Да? Вот первую категорию, отрицание которых выводит, мы называем наси фарс или же наси харам. Нас переводится как текст. Текст имеется в виду Корана и хадисов. Значит, это наси фарз, те фарзы, которые ясно, неоднозначно приказаны в текстах Корана или Сунны. Или наси харамы, это те харамы, которые однозначно, твердо запрещены в аятах Корана. Если человек это отрицает, то он выходит за пределы религии. А есть вторая категория, да. Мы называем их ичтихади. Фарз, ичтихади, харам. Ичтихад от слова, значит, интеллектуальное усилие. Я же, помните, сказал, когда рассказывал про ваджиб и тахримин микрух, что здесь есть маленькая толика человеческого интеллекта. Да? То есть там есть неясность, поэтому мусульманские ученые логически дошли, получается, что это необходимо делать. Сделали вывод из аятов. Они не 100% это поняли, а 90% поняли, а остальное они сделали вывод. Поэтому там есть нечто человеческое, то есть додумали они до этого. А раз ты додумал, значит это человеческий вклад. Поэтому это называется ичтихад. То есть люди приложили усилия и достигли результата, сказали это, например, тахримин микрух. Да? А в первом случае, в хараме, там усилия прилагать не надо.
там ты просто прочитал и понял. То есть Аллах сказал, не приближайтесь к свинине. Все, там не нужно додумывать. Понимаете? А вот, например, то, что сигарета является тахримин мекрухом, это уже нужно додумать. То есть там нужно выводы сделать, сесть, аяты разложить, приложить усилие интеллектуальное, подумать, взвесить, сравнить, сделать выводы и прийти к результату. Совершенно верно, да. И вот именно эта вторая категория называется ичтихади харам, где люди назвали то или иное действие харамом вследствие своих изысканий, выводов. Это мнение ученых, что это харам. Нашел, да? Поэтому отрицание этого человека из религии не выводит. Вот. Мы вот эту вторую категорию, как ханафиты, называем ваджибом. Или же, если это харам, то мы называем тахримен мекрухом. Но так как в других масхабах подразделения нету, они все называют харамом, но они вынуждены харамы поделить. Харамы, отрицание которых выводит человека из религии, и которых не выводит. И фарзы, отрицание которых выводит человека из религии, и отрицание которых не выводит. Так вот, если ты отрицаешь обязательность, например, чего скажем, там, джума намаза, это из религии выводит тебя. Если отрицаешь обязательность байрам намаза, это из религии не выводит. Например, если отрицаешь обязательность зекята, это из религии выводит. Зекят. Если отрицаешь обязательность фитр садака, то есть говоришь, это не фарс, это из религии не выводит. Аңлашылдымы? Аңлаштық. Я это к чему объясняю? Я это объясняю к тому, что мусульмане должны быть между собой терпимы, доброжелательны. Это самый главный вывод, который вы должны сделать из вот всего объяснения, которое я дал. На самом деле это тонкости исламского права. Они, может быть, вам даже и не нужны. Но я это объяснил для того, чтобы преподать вам этикет наших ученых. Как они друг с другом относятся. Один говорит фарс, другой говорит не фарс. И никто друг другу морду не бьет из-за этого. Они обнимаются, вот, проявляют уважение к мнению противоположной стороны и расходятся таким образом. Смута не появляется. А у нас, например, брат, у тебя бороды нет, все, ты заблудший. Насчет бороды, ни аята, ничего нету, да, то есть мусульманские ученые говорят, это сунна. То есть, и я уже не говорю о фарзах, да. Если мы в фарзе в каком-то не согласимся, я даже боюсь подумать, что произойдет. Наверное, обвяжется, придет, взорвет, наверное, нас всех, да. Тут в сунне, брат, ты руки не так держишь на намазе, все, ты заблудший. То есть даже в мелочах мы не можем найти общий язык. Вот вы представляете моральный уровень понимания исламского братства, который у нас здесь. То есть насколько он понизился, насколько мы отдалились от уровня вот именно братских взаимоотношений, которые присутствовали в первые века и которые присутствуют сейчас. Вот. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что мы не должны лезть в те вопросы, в которых мы не являемся специалистами. Мне очень странно бывает видеть, когда люди, которые неправильно читают суру Фатиха, начинают спорить, что является фарзом, что является ваджибом, а что является сунной, приводя в доказательство еще какие-то хадисы, пытаясь приводить доказательства. Да? То есть, поэтому это не спор обыкновенных людей. Обыкновенные люди, не являющиеся сами мусульманскими учеными или же специалистами в области исламского права, они должны действовать в соответствии с мнениями компетентных мусульманских ученых. Все. То есть это является для них обязательным.
Когда люди, не будучи специалистами, начинают, скажем, пытаться спорить и доказывать там свою правоту, вот джаиллер талашханда как раз таки сон кауга шаматаула. Потому что они не разбираются в сути вопроса вообще. Аргумент они приводят не к месту. Терминологией они не владеют. Каким образом не владеют? Привожу пример сразу. Что такое сунна? Это вещь рекомендованная. Да, то, что желательно делать. Да, это с точки зрения исламского права. Это как юридический термин. Сунна, рекомендованная вещь. А вот с точки зрения вообще жизни мусульманина, сунна какое место занимает? Это рекомендованная вещь. Например, вот, скажем, мы читаем суру Фатиха на намазе. Да? Обязательно нужно читать. Если Фатиху не будем читать на намазе, намаз приниматься не будет. Правильно? Правильно. А это же пророк так делал, да? Да. Получается, пророк делал обязательно. Пророк вообще много что делал обязательного, да? Это из хаджи, из закята, из оразы, я могу вам пример привести, например. То есть пророк, получается, не все, что пророк делал, является рекомендованным. Пророк делал, это относится и к фарзу, и к ваджибу, и к суннету, и к мубаху, например. А как же тогда получается суннет? Вот я вам еще один пример приведу, более ясный. Например, пророк говорит в хадисе: «Эн никяху суннети». Никях – это моя сунна. Если вы поймете здесь слово сунна как рекомендованно, советуется. Что значит советуется? Значит, не обязательно. То есть, если сделаешь, будет хорошо. Представьте, никях – это рекомендованная вещь, да? То есть, можно без никяха жить. Разница между женитьбой и прелюбодеянием есть? Нет. А никях у нас, вот с точки зрения эф-али мукеллефин, категории, никях куда относится? К фарзу. А пророк говорит, никях это моя сунна. А как же вы отнесли это к фарзу? Вот здесь слово сунна у нас в смысле, что сунна как жизненная позиция, как жизнь пророка, его кредо. Понимаете? То есть получается сунна пророка как вообще жизнеописание пророка, как его жизненная позиция, как его жизненный путь, это для нас фарс. Кто будет сунну пророка в этом смысле отрицать, он отрицает часть ислама автоматически. Это в определении хадисоведов. Они говорят, сунна – это действие, слова и одобрение пророка. Вот в этом смысле сунна – это нельзя отрицать. Да, это получается вся жизнь пророка. Все наследие пророческое. А уже с точки зрения исламского права, когда ты даешь характеристику обязательно или не обязательно, уже ты говоришь сунна, но это правовой термин, в смысле рекомендовано. Видите, сунна элементарно имеет два значения. Смотря в каком смысле ты его используешь. Пророк его использовал как моя принципиальная позиция. Сунна, мол, мой жизненный путь. Без никяха мужчина с женщиной жить не должны, он имеет в виду. А уже как правовой термин, он уже у нас относится к фарзу. Понимаете? Когда человек вот элементарно не разбирается вот в таких вещах, да, и начинает говорить, например, если у кого-то нету бороды, если у кого-то штаны не короткие, например, да, или кто-то там ноги не раздвигает, там широко не ставит так, как, например, кто-то ставит. Говорит, все, ты, брат, не по сунне, ты заблудший.
Получается, человек еще в определении сунна не разобрался. То есть он имеет в виду сунна в смысле, как используют его хадисоведы, что жизненный путь пророка. А мы-то используем здесь сунна как правовой термин, мол, рекомендовано, не рекомендовано. А если что-то рекомендовано, но человек это не делает, то ты не можешь его за это, скажем, сильно ругать и считать его заблудшим. Если бы это было необходимо делать, то пророк бы это приказал, и это было бы или ваджибом, или фарзом. И вот за невыполнение фарза человека похулить можно, да, поругать. Например, но за невыполнение рекомендованные вещи, это же советуются, например. Можно посоветовать делать. Вот, понимаете, уровень грамотности. Поэтому я опять говорю, возвращаюсь, то есть человек должен знать свое место, должен по-доброму, исходя из морально-нравственных принципов ислама, относиться к своим братьям по вере и вообще ко всем людям, вот, не должен категорично судить и рубить с плеча сразу, не должен навешивать какие-то ярлыки, обвинять сразу в том, что кто-то заблудший, там, вышел за пределов религии, верным и так далее. В этом отношении должны быть более терпимы, более осторожны. Это нам, во-первых, говорят и аяты, и хадисы, и об этом нам тоже говорит поведение наших праведных предков. Но мы дошли только до половины. Да. Да, перечить старшим, со старшими спорить не нужно, это не есть спорить или ссориться со старшими, это доведение правильной, достоверной информации до человека. Разницы нет, он старше тебя или младше. Во-первых, он имеет право получить информацию, а на нас лежит обязанность довести правильную информацию по религии до человека. Если, например, человек говорит там «домазын сол аяғы там арам дегіль», то, конечно же, его нужно поправить. Да, это ересь. Да, то есть, переведем, да? Если он говорит, что там какая-то нога, какая-то часть свинины не является харамом, да, иногда можно такое услышать у нас. Может, в шутку говорят, может, не в шутку, ну как бы там ни было, да? То здесь нужно поправить. Это ясные, недвусмысленные вещи. Например, я говорю, да? Вот. Но спорить, конечно же, не нужно. То есть вы довели информацию, вы свое обязательство выполнили. Один раз достаточно, конечно, для разумного человека. Если, то есть он это услышал, значит, обработка информации пошла. Если он это не принимает, значит, это, скажем, он настаивает на своем мнении, это уже его проблема. Главное, что его сенсоры эту информацию восприняли. Уже примет ли он это к сведению или нет, это уже он перед Аллахом сам будет отвечать. Вы не можете заставить человека выполнять намаз, соблюдать пост или же оставить какой-то харам, например. Заставить не можете. Вы можете довести до него информацию, что он должен это сделать. Вот первое. Почему мы должны это сделать? Что касается вот именно категоричных моментов, фарзов и харамов, потому что если человек, например, не принимает это, да, то он сам же впадает в немилость Всевышнего Аллаха, то есть это же ему плохо. Например, человек отрицает какой-то харам, да? Ну, там, например, говорит, а почему
в казино играть харам. Это не харам. Пошел, поиграл с друзьями, пообщался, нормально отдохнул, вернулся. Я что, кого-то избиваю там, или у кого-то что-то забираю, краду там и так далее. Нет, и сделал такой логический вывод. На самом деле это является харамом, если человек это отрицает, он выходит за пределы религии, потому что есть аят в Коране, где запрещается играть в азартные игры. Если мы это не скажем, то человек впадает в неверие. Мы должны этому сказать, чтобы он, во-первых, в лоно ислама опять вернулся и впредь подобных слов не произносил. Мы должны это сказать. А то на том свете, когда Аллах с него будет спрашивать, он скажет: а вот Мерьем рядом со мной сидела и ничего не сказала мне. Если бы она сказала, я бы этого не делал Аллахом, например, да, например. То есть мы должны понимать разницу между несовершением и отрицанием. Не делать что-то делает человека грешником, а отрицание харама или фарза делает человека неверным. Понимаете? То есть поэтому мы должны как минимум довести информацию, чтобы человек не отрицал явные вещи. Он отрицает аят в Коране, он не делает, как бы это между ним и Аллахом хорошо, это поклонение. Но хотя бы не должен отрицать человек, который говорит: я мусульманин. Элементарные вещи. Да? Вот поэтому спорить не нужно, а довести достоверную информацию необходимо. Продолжаем? У нас еще осталась трансформация и некоторые стратегические моменты еще. Оставим на следующую неделю. За полчаса я закруглюсь. То есть вот сейчас вот у нас 6:45, в 7:15, максимум 7:20 я закончу. В 7:20 закончить обещаю. Закончим? Хорошо. Так, пришли к третьему моменту. Трансформация эф'али мукеллефин у нас. То есть вот эти вот положения исламского права, как они переходят из одного в другой. Значит, вот эти вот положения, 7 положений: фарс, ваджиб, суннет, мубах, тахримен, тензихен мекрух, тахримен мекрух и харам у нас в обыкновенной стандартной ситуации. Если же у нас происходят нестандартные ситуации, а нестандартные ситуации у нас могут быть, это жизнь, может быть всякое, человек может очутиться в различных ситуациях, тогда как быть? Естественно, Всевышний Аллах, зная свои творения и предвидя, что могут быть какие-то нестандартные ситуации, предусмотрел тоже определенную эластичность, когда оценка того или иного действия, она в особых ситуациях может изменяться. Религия это санкционирует. Привожу пример. Человеку нечего есть, он в пустыне, остался один, умирает с голода, есть только свинина. Ему или покушать, или умереть. Вот, умереть, есть мнение. То есть имеет право на жизнь. Еще один пример. В пустыне воды нет, ничего нет, есть только вино или пиво какое-то. Каким-то образом очутилось, например, там. Все, он или от жажды умрет, или же попьет, например. Или же, например, может быть, это и остался на воде, в море. Например, соленую воду, если он выпьет, он отравится, понятное дело. Есть у него бурдюк с вином, 5 литров, например. Утолить жажду может, в принципе, от вина никто не умирает. А соленую воду пить нельзя. Да. В данном случае да, но на мой вопрос жизни и смерти.
Да, жизни и смерти. Тогда у нас мы говорим, что может, да, но достаточно ли это? Вот может, это значит дозволено с точки зрения исламского права. Давайте посмотрим на нашу координатную прямую. Вот то, что я назвал, потреблять свинину в пищу, да, и пить, это будет харамом. Может, это у нас по правовой терминологии мубах или же элял. То есть у нас харам становится элялом. Нет, все еще, скажем, страннее, или же слово хуже не хочу использовать, да. У нас харам становится фарзом. Серьезно? То есть вы не просто можете откушать, вы должны покушать. То есть, если вы не покушаете, вы грех заработаете. Вы могли себе такое представить? Что если ты не покушаешь свинину, то ты будешь грешником. Да, именно так. Потому что, если ты умрешь, не покушав, то ты будешь отвечать перед Аллахом. А отвечает перед Аллахом тот, кто заработал грех. Значит, подвергнуть себя смерти, когда можно было спастись, откушав свинину, является греховным делом. Ты должен себя спасти. А нашел дома? Еще пример приведу. Например, человек, скажем, дал кому-то в долг, ему не возвращают. Это его деньги. Может ли он забрать? Я не знаю в современном, скажем, праве как, но с точки зрения исламского права человек может забрать именно ту сумму, или же некоторые ученые говорят не в эквиваленте на деньги, а это вот именно то имущество, которое он дал в долг, если по истечению срока человек тебе не возвращает. Без его разрешения, то есть не спросив у него, это твое. Получается, твое у него, и ты можешь без его на то ведомо прийти и забрать свое, которое находится у него. Хотя на самом деле забрать, да, без ведома, это харам, да? То есть это воровство или же, скажем, забрать насильно. Мы видим еще один хадис, например, жена Эбу Суфьяна Хинд приходит к пророку и спрашивает, говорит, я Расуль-Аллах, у меня муж жадный, алчный человек, не дает мне денег, достаточных для нормальной жизни мне и моему ребенку. Говорит, что мне делать? Пророк говорит, ты можешь взять у него столько, сколько тебе достаточно для нормальной жизни. Получается, пророк санкционировал жену без разрешения залазить в карман мужа и брать, если муж скряга. А я, по сути дела, это воровство. Да, то есть в исламе у нас как? Ну и вообще, то есть имущество женщины, оно женщины, имущество мужчины, его личное. Да? То есть без разрешения к человеку вообще в карман залезть, взять без его ведома, как бы с точки зрения ислама это нельзя, запрещено. Но здесь пророк говорит, можешь пойти взять. Почему? Потому что муж должен обеспечивать жену и ребенка. Поэтому они берут свое. Исходя из этого, мусульманские ученые говорят, если ты в долг взял, человек не возвращает, тогда ты тоже можешь пойти взять свое. Но, смотрите, нестандартная ситуация происходит. Еще один пример приведу. Пророк говорит, в 3 ситуациях ложь не будет считаться ложью. Когда нужно или когда можно помирить 2 друзей, когда можно помирить таким образом мужа и жену, и на войне. Представляете человека, у него спросили, где ваши тайники с оружием? А, все, вон там. Туда пойдешь, вон там за углом там лежат наши тайники. А деньги где прячете? А, вон там. Вот, пожалуйста, вам код. Да. Это, понятное дело, ненормально, да? То есть, если идет война, то человек должен соврать. Он должен сказать, я не знаю, или еще что-нибудь. Это будет харамом? Нет. А если можно помирить мужа и жену, или же 2 братьев
мусульман, то это позволяется с точки зрения ислама. То есть, конечно, не в ущерб другим, третьим людям. Например, как ты можешь сделать? Например, можешь сказать: о, Ахмед, сен апаяң бізге келді, мен апайыма сен о қадар мақтады, деді, бұл Ахмед пек гүзел адам. Бір патша қауға еттік, келсе де мен оны бағышлар едім, енді мен оны пек сағындым, пек севем, вообще еріме тапа алмайым. Evde kozum yollarda kaldı, ece там көзіме ұйқы кірмей, вообще еже күндіз 25 саат оны тұшынып отырам, сағындым ақайчығым, например. На самом деле она такого не говорила. Спит, спокойно отдыхает, например, да? Ну, ты соврал. Но почему? И точно так же можно, например, и наоборот, там, к жене прийти и сказать: все, муж уже не находит себе места, все. То есть они померятся, в этом кому-то вред есть? Нет. Да, конечно, может быть, не всегда нормально вмешиваться в жизнь других людей, да, но в зависимости от ситуации, скажем, если твоя неправда будет способствовать, скажем, восстановлению семьи, да, вот, то это можно, это в хадисе ясно сказано, и точно так же, когда спор произошел между братьями. Таким образом, получается, у нас ложь является харамом. Да? Тут она чем стала? Как минимум мубахом стала, элялом, дозволенным. Да? А если мы говорим о войне, например, когда у тебя спрашивают какие-то стратегически важные моменты, да, касающиеся там государственной тайны, например, то это вообще будет фарзом соврать, наоборот, а не сказать, например. Да? Если, например, касается имущества, которое забрал человек и не возвращает, да, то если это имущество сироты, если это имущество общественное, джематан ахчиса, например, да, то возможно пойти забрать его не только будет дозволенным, а может вообще с суннетом будет рекомендованным, например. Да? Прибрал к рукам нахально, например, общественное, и сидит. Джемат не может собраться пойти забрать? Может, почему бы и нет, а может даже и нужно. И так далее, и тому подобное. Вот здесь мы говорим о трансформации, когда одно положение переходит в другое. Здесь, наверное, мы должны знать одно, что эти положения, вот эти вот переходы, трансформация происходит раз в нестандартной ситуации, два, они носят временный характер, пока эта нестандартная ситуация движется. Ну, то есть я понимаю, если муж жадный, конечно, это нестандартная ситуация может длиться лет 20-30, вот, ну, по меньшей мере, пока ребенок вырастет там лет 18, например, да, ну, такая ситуация. Но все-таки она нестандартная, да, то есть мужчине быть жадным не свойственно, он, наоборот, должен быть щедрым, да, женщина, наоборот, должна быть более экономичной, как бы это ее более похвальная черта характера, а для мужчины похвальная черта характера быть щедрым, в принципе, ислам так и предписывает, но здесь мы даже не о щедрости говорим, мы говорим о выполнении своих обязанностей. Щедрость – это уже превыше того, да. А мы говорим о выполнении обязанностей. Мужчине содержать семью является фарзом. Вот именно здесь поэтому позволяется. А не позволяется брать деньги на губную помаду. Да? То есть это понятное дело. И на украшения. Позволяется деньги брать там на мясо, на хлеб, на еду, на лечение, на образование, может быть, на аренду комнаты, если жить негде. Да? То есть мы о косметике речь не ведем. Вот. И еще я дам вам такой критерий. Что касается харамов, да, например. Еще есть какие-то примеры, я сокращаю все. Например, одного сподвижника привязали к столбу еще идолопоклонники, когда находились в Мекке, когда мусульман было мало, Амар бин Ясира. Мы вспоминаем его семью, отца, мать убили, а его привязали, сказали: если ты не отречешься от веры, то мы тебя убьем. И он отрекся. Вот. Потом он спросил у пророка, говорит: я Расуль Аллах, как мне теперь быть?
Он говорит, что ты чувствовал в сердце, когда ты произносил слова там, отречения, что, мол, я не признаю и так далее. Он говорит, мое сердце было полно веры. Он говорит, тогда проблем нет. И не спосылается аят в Коране, где говорится, что отрекаться от веры является харамом, запретным делом. Но если вы находитесь под угрозой смерти, от вас это требует, то если в сердце у вас никаких изменений не происходит, то на словах вы можете отречься, чтобы себя спасти. Вот в данном случае харам у нас стал мубахом. Да? А, например, в случае со свининой, да, когда человек при смерти находится, у нас было фарзом и так далее. А вот я вам еще один пример приведу гипотетический. Например, если человеку скажут, если ты того человека не убьешь, то мы убьем тебя. Убить человека же является харамом, да, убийство является харамом. Тогда что? Этот харам как-то поменяется или не поменяется? Не поменяется, да? Таким образом, мы такой критерий можем установить. Если что-то относится только к тебе, например, как свинина, да? Или же еще что-то, какой-то харам, который касается тебя только, то здесь ты должен его совершить, чтобы себя спасти. Я говорю о вопросе жизни-смерти. Да? То есть, если ты это не сделаешь, то ты умрешь. Или же ты получишь сильное увечье. Это тоже присутствует. То есть, будешь калекой, подорвешь однозначно свое здоровье, например. Вот тогда ты должен это сделать. Если это касается права Аллаха, например, как в отречении от религии, здесь же не только ты, здесь же еще Аллах есть. Здесь же ты отрекаешься от веры в Него. Да? Здесь право Создателя, у Создателя тоже есть права. Право Творца какое? Чтобы ты принял Его единым, уверовал в Него и поклонялся только Ему. Вот это Его право. Получается, ты от Него отрекаясь, хотя бы даже на словах, ты все равно на словах попираешь его права. Здесь Аллах говорит мубах. Если хочешь, можешь сделать. Если человек тут скажет, нет, я не отрекусь от ислама, и его убьют, он будет шахидом. Если он свинину не съест и умрет, он будет грешником. Аллах шалдема? Потому что это касается только его. Аллах ему говорит, ешь. Тут же, здесь уже право Аллаха. Аллах говорит, сам знаешь. Если будешь отрицать, греха не будет. Но если не будешь отрицать и тебя убьют, то будешь шахидом. В третьем случае, когда мы говорим, если ты того не убьешь, мы тебя убьем, здесь уже право другого индивидуума есть. Чтобы спасти себя, попирать права других людей является харамом. Поэтому в данном случае харам останется харамом. Нестандартная ситуация его не изменит. Аллах шалдама. Переходим к последнему. Если в этом вопросе у вас нету мыслей, ничего не хотите добавить или спросить, полномочия обладателя власти или же улюль-эмр. Смотрите, в аятах Корана есть очень много положений, которые предписывают нам, мусульманам, беспрекословно слушаться и подчиняться обладателей власти, руководителей. Один из них: «О верующие, атиуллахи ва атиур расуль, слушайтесь и повинуйтесь Аллаха и Его пророка, и повинуйтесь обладателям власти среди вас, улюль-эмр». Улю с арабского языка – это обладатель, эмр – приказа. Улюль-эмр – это такое словосочетание, которое употребляется по отношению к руководителям, к правителям. То есть обладатель приказа, то есть человек, который имеет право и полномочия приказать что-то, или же, соответственно, запретить. Да?
То есть издать указ или издать приказ. Конечно же, это полномочия правителя или руководителя. Вот. Подчиняться этим приказам и указам является фарзом. Тогда возникает вопрос, если каждое из его указаний или же запретов относится к действиям людей, люди должны будут это делать, тогда в какой сфере из вот этих обозначенных нам, да, может действовать правитель или же руководитель? Так вот, говорим, что руководитель, его сфера действия – это область мубах, добровольная сфера. Вот в этой сфере руководитель может и должен регулировать общественную жизнь, в сфере мубах. Может ли он издать указ, который будет менять сунну или же тензихен мекрух? Например, суннет запретить или тензихен мекрух обязать делать. Или же наоборот, ваджиб запретить делать. Ну как это может быть? Например, сказать, байрам намаз никто не выходит. Запретить, например, совершать байрам намаз. Или же, например, запретить совершать жертвоприношение. Ваджибом является, да? И так далее и тому подобное. Может в очень исключительных случаях, тщательно посовещавшись со специалистами в этих сферах, не только мусульманскими учеными, я говорю, специалистами в этих сферах, в которых он пытается урегулировать, если что-то противоречит, например, ваджибу. И только в очень исключительных случаях, например, если есть действительно реальная, ощутимая, явная польза для общества, тогда этот указ может быть. Например, какая? Например, идет там идет война. Или же ожидается явно, четко, например, какое-то бедствие, цунами надвигается. Или же землетрясение будет. Или же извержение вулкана. Бузун мусульманлар, которые чыхтлар байрам намаз хлажахлар. Аллаху акбар. То есть там цунами идет. Булар байрам намаз хлажахлар. Или может быть, сейчас его нет, но через час оно будет. Я утрирую, я, например, говорю, какое может быть веское обоснование. Да? То есть там на кону безопасность людей. А нашел дома? Вот. Типа такого. То есть, примерно я говорю. Вот такая какая-нибудь очень веская, веский такой аргумент или очень важная такая ситуация может сподвигнуть, например, к принятию таких решений. Что касается суннета, в исключительных случаях, то есть ваджиб в очень исключительных случаях был, суннет исключительные случаи, тоже, если в этом есть явная польза для общества и обязательно посоветовавшись со специалистами и придя к общему какому-то мнению. Да? И с мусульманскими учеными, конечно же, соответственно. Но это все исключения. Исключение. Основная сфера деятельности – это мубах. Да? Мубах. Где, если обладатель власти что-нибудь прикажет, то есть издаст указ или же приказ к выполнению чего-то, это будет фарзом. Например, скажет: «Бутун мусульманлар, понедельник куны ораза тутажак». Все мусульмане должны соблюдать пост в понедельник. Этот пост соблюдать для всех мусульман будет фарзом, которые живут на этой территории. Все равно, что они соблюдают пост в месяц Рамазан. Ну, как в месяц Рамазан пост фарз, также, если повелитель прикажет соблюдать пост, все должны будут соблюдать, это будет фарзом. Например. Да? Или же, если что-то запретит, это будет харамом. Например, если издает указ, говорит, например, никому не есть рыбу, там, ну какую, скумбрию, не кушать на этой неделе, например.
Разные причины могут быть. Может быть, например, или может быть вирус какой-нибудь, или еще что-нибудь, да? Например, там, птичий грипп был, например, у нас. Это к этому говорится. Да? Птицу кушать мубах, элял. То есть, хочешь ешь, не хочешь нет. Например, есть какие-то причины, которые побуждают издать указ о запрете потребления, например, птицы. Если издал, то будет кушать харам. Вне зависимости от того, это у тебя домашняя, не домашняя там или какая-то, или еще что-нибудь. Все. Если это будет указ, это будет харам. То есть, понимаете, здесь получается государство или же правитель через свои указы, приказы, распоряжения выполняет регулятивную функцию, которую он и должен выполнять. Для этого люди его избрали, для этого он и занимает эту должность, что он должен регулировать общественную жизнь людей. А это очень широкая сфера. Очень широкая, начиная от налогообложения, земельных вопросов, сельскохозяйственных вопросов и так далее и тому подобное. Все именно таким образом и регламентируется, и регулируется. Значит, приказы улюль-эмра будут фарзом, запреты харамом должны так восприниматься. И уже здесь мы вводим еще одно понятие тогда сияси фарс и сияси харам, то есть политический фарс, политический харам, потому что это политический глава общества, глава государства, его указания и приказания играют стратегическую роль, то есть они определяют вектор развития государства, направление, движение. Вот. И это политические указы, и поэтому они вот таким вот образом, ну, мы их, образно говоря, назовем. Я вам для чего это все объясняю? Я вам это объясняю не для просто красного словца, чтобы вот вас окунуть, скажем, там в дебри исламского права, а вот последние 7 минут как раз таки мы пришли к самому главному. Я слежу за тем словом, которое я дал, поэтому некоторые недобропорядочные люди, они, манипулируя некоторыми, во-первых, вот, скажем, недостаточной осведомленностью мусульман вот в этих сферах и некоторой практикой, которую мы наблюдаем в истории ислама, они начинают искажать саму религию. В частности, они, например, апеллируя к деятельности Хазреты Омера, второго праведного халифа, на некоторую его практику, приведу сейчас пример, говорят следующее, что можно менять аяты Корана, можно менять положения, обязательные в религии, потому что Хазрет Омер это делал. А раз халиф, правитель, делал это, он предписание Аллаха в Коране менял, значит и мы сейчас можем это поменять. Значит, давайте менять. Там утренний намаз не обязательно утром сделать. Можно потом встанешься, как проснешься, потянешься так часов в 10, в 11, потом сделаешь. Зачем в 4 часа утра вставать, например, и так далее и тому подобное. Приводит в пример следующее. Говорят, Хазрет Омер издал указ, где сказал, что не нужно платить, выплачивать из фонда зекята денежку такой категории, как муалифей кулюб, люди, которые только приняли ислам, чтобы поддержать их. А хотя во время пророка, во время Хазреты Эбу Бекира это выплачивалось. И в суре Тевбе 60-м аяте Аллах говорит, зекят предписан таким, и перечисляет 8 категорий. Значит, Хазрет Омер своим указом изменил положение, которое оговорено в аяте. Но давайте представим, одну из этих 8 категорий выплачивать, чем является по нашей, скажем, вот, по нашим положениям, по нашим диспозициям, является фарзом, суннетом или же мубахом. В одну из 8 категорий выплатить.
зякят, является мубахом. Да, конечно. То есть ты должен выплачивать зякят любой из 8 категорий, но именно этой тебя выплачивать никто не обязывает. Перечисляется 8 категорий людей. Бедняки, бомжи, я не знаю, путники, которые имеют долг. И среди них еще и муэлефе и кулюб. Из этих 8 ты должен выбрать, кому ты хочешь выплатить. Но ты не обязан выплатить именно этой конкретной. Получается, Хазрет Омер, отменив выплату этой категории, он внес коррективу в область какую? Мубах. Он предписание Аллаха изменил или нет? Нет, конечно. Он не поменял предписание Аллаха. Еще один пример приведем. На войне, при сражении, один человек украл, и Хазрет Омер сказал, чтобы ему наказание не применяли. Опять это приводит в пример и говорят, вот Хазрет Омер отменил наказание, которое предписано в Коране, ну, понятное дело, там отсечение руки. Но, во-первых, там может быть недостаточное количество доказательств, это первое. А второе, часть мусульманских ученых говорит, Хазрет Омер не отменил, он отсрочил применение доказательства, потому что там кланами выходили на сражения, а кланы у них семейно, они все друг за друга стояли. И понятное дело, если кому-то сейчас это наказание начать применять, то там может быть 500 воинов, которые тоже вышли сражаться, они как бы заступая за своего родственника, они могут вообще отколоться от армии, уйти, и тогда вообще мусульмане проиграют это сражение. Поэтому, чтобы смута не расходилась, Хазрет Омер просто отсрочил выполнение этого предписания. Еще один пример приведу касательно женщин. И заканчиваем. У нас еще 2 минуты. Как-то женщина одна вышла на мимбер. Это была пятничная проповедь. Хазрет Омер как раз... Нет, женщина не вышла на мимбер. Хазрет Омер поднялся на мимбер, понятное дело, а женщина встала и стала противоречить халифу мусульман. А Хазрет Омер говорил о том, что женщины очень много просят мехир, то есть себе имущество от мужа. Калым им называть не хочу, калым, потому что выплачивается родителям. Мехир. При женитьбе в подарок просят очень много денег или имущества. И Хазрет Омер говорит, так не нужно делать, потому что потом парни не могут жениться. Женщина встала и прочитала аят Корана и сказала, вы не можете это ограничить. В аяте говорится, Аллах говорит, сколько бы вы ни дали своим женам, даже если горы богатства вы им дали, вы ничего себе обратно при разводе забрать не можете. Она говорит, вот видите, Аллах говорит, даже если горы дала, поэтому, говорит, ты не прав. Вот в данном аспекте некоторые говорят, вот видите, как женщина посадила халифа мусульман на место. То есть, ничего подобного. То есть, ограничение поставить какое-то в выплате махра халиф имеет право. Он же не отменяет махр. Махр выплатить является ваджибом, как бы обязательным. Но количество является мубахом, да? Мубахом, оговоренным. То есть, поэтому поставить какую-то грань, чтобы люди не излишествовали, да? Там мерседесы не просили, например, и там миллионы не просили. Это вполне нормальная практика. То есть, поэтому он, по сути дела, хотел сделать распоряжение в области, в которой у него есть полномочия. Но, то есть, все равно это говорит о смелости, во-первых, женщины, а во-вторых, то, что допускается в исламе, женщина встала, например, на пятничном намазе, и халифу имеет, наглость не скажу, имеет смелость перечить. Хазрет Омера, видимо, это, скажем так, изумило, да, или же
очень удивило, да, что он, наверное, сказал Яхша Машаллах Хадынга, да, благодаря ее смелости я ее прощаю, да, и он сказал: ладно, женщина, ты права, я не прав. Так уж и быть, оставайтесь. Видимо, не посчитал просто это таким уж необходимым, что именно есть действительно большая проблема в этой области. Мы уже закончили, да, я слово сдержал, резюмирую уже после, да, уже после того, как мы закончили, хитрый ход, но это во благо всем. Во благо всем это все объясняю к чему? Что ни в коем случае мы не должны обманываться на некоторые красивые вроде бы выводы и мнения, которые делают люди, будь то даже с какими-то академическими званиями, которые говорят, ссылаясь на прошлое поколение, что они меняли аяты Корана или же фарзы, харамы, установленные Всевышним, и мы сейчас тоже можем это делать. Ни в коем случае мы вооружаем вас именно знаниями, да, чтобы вы могли сами ориентироваться в этих областях. И поэтому, когда вы с чем-то сталкиваетесь, какое-то действие, вы где-то прочитали в книге, кто-то вам сказал, вы по этой шкале сразу должны, можете отнести это то ли к хараму, то ли к фарзу, то ли к мубаху. Если вы так сделаете, вы не ошибетесь. Вас никто не сможет ввести в заблуждение касательно там каких-то предписаний, например, каких-то искажений. Это очень важные знания. Я говорю, что эф-али мукеллифин является азбукой ислама. Это именно та терминология, фарс, харам, мекрух, сунна, мубах, элял и так далее, которые мы говорим, которые мы как мусульмане думаем, да, и которыми мы оперируем в общении друг с другом. Поэтому все знать четко, ясно, во-первых, убережет нас от заблуждения, поможет нам не обмануться на слова других людей, да? То есть не ввести нас в заблуждение, чтобы не позволить другим ввести нас в заблуждение. И, соответственно, поможет нам более правильно, четко понимать нашу религию. А это и есть наша обязанность. Где сунна, где фарс, где харам, где мехрух. И что мы обязаны по отношению к этому делать. Все. Саулумус, барулумус.